Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сагылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на главной передаче Челябинских башкир в программе «Уралым». Челябинцам за доблестную службу Сталин построил мечеть. Турмияста 46 елда ачылган мәчетнең 70 еллыгын бәйрәм итәбез. 60 лет без родины. Все говорили, зараженные мы. Урал Колышев тылсымлы әкият иленә сакыра. Представительство Республики Башкортостан в Челябинской области собрало общественные организации Южного Урала. Одной из функций, прописанных в положении представительства Республики Башкортостан в Челябинской области, является содействие башкирским общественным организациям. Постпредство активно работает в этом русле на протяжении 19 лет и оказывает практическую помощь многим общественникам. На этом мероприятии присутствовало из 15 организаций, зарегистрированных на территории Челябинской области, 9 общественных организаций. Одними из крупных совместных проектов представительства и самой крупной общественной организации области Башкирского Курултая можно назвать появление башкирской передачи «Уралым» на областном телеканале. Издание газеты под одноименным названием. Результатом сотрудничества республиканского государственного органа с Башкирским народным центром является проведение детских сабантуев. В соответствии с межправительственными соглашениями между правительством Республики Башкортостан и Челябинской областью мы в части строительства и эксплуатации автозаправочной станции «Башнефть» являлись участником этого соглашения и ежегодных протоколов. Также по линии общественной работы взаимодействуем в плане проведения сабантуев. Председатель Башкирского и татарского культурного центра города Сатки Флорида Бузуева наслышана о представительстве Башкортостана. Между районом, где она проживает, и постпредством заключен договор о дружбе и сотрудничестве еще в 2013 году. Сегодня Флорида Ханым приехала сама, чтобы наметить планы совместной деятельности на будущий год. Свой детский сабантуй хочу в городе провести. Вот хочу пригласить, чтобы помогли мне именно и представительство, и Курултай-Башкир. В Садке хочу провести детский сабантуй. У нас не было ни разу. Безнең иҗади төркем өлкәлә үткән башкорт теле дәресләренең берсендә булды. Тулырак киләһе язмала. Аргаяш районының Яраткол авылында башкорт теле элек-электән укытылып килә. Туган телдә алып баруды хаклап калыр өчен милләттәшләребез мәгърифтә кабул ителгән яңа кануннар үзгәрешләргә уку программаларын кулайлаштыра. Хатта улар тел буенча федераль грант ала. Программа төзебеде 5 ел хайын. Тәүдә центр возрождения дип төзенек 95 ел. Шан 5 ел үткәч һәйбәт кенә эшләр булып китте. Укытучылар конкурсларда участвовать итәләр, олимпиадага укытучылар балаларыбыз йөри. Уфала яхшы гына нидәр хөдемтәләр алалар инде. Победитель булып кайта башланалар. Шуңа без уже как развитие булып киттек инде. Ә хәзер программа как центр, социокультурный центр на основе изучения башкирского языка и своих традиций, обычаев дип атайбыз инде безнең программаны. Менә шул как центр возрождения булып без грант алдык. Хөдемтәһә булгас, хәзер улай беркем дә хәзер башкорт телен укырга кирәкмәй дип әйтмәй. Тәҗрибәле мөгаллимәләр, мәктәп итәкчелеге, белем усагында башкорт телен өйрәтүдә алып бару өчен укытучыларның гына тырышлыгы җитмәй ди. Улар фикеренчә, бала күңелендә туган тел мәргә һөюде тәү сиратта ата-әсә уята. Рус теленә улар көчлерәк булып килә. Хәзер бана мин алдым 2-5 класс. Сентябрь-октябрь айында миңа эшләү улар менән бик авыр булды. Улар күп нәмәне аңламай торгайны. Бана һәр февральгә җиттек. Мин улар менән уртак тел таптым. Мына нинди генә башкорт йырдарын гына курай, менә улар бит нинди генә әйтеп матур итеп яңгырай, үзеңдән хатта йөрәккә ятып китә бит инде. Минем дә бик яраткан шагыйрем бар, Рами Гарипов. Уның шигыре миңа мәктәптән алып исемдә калган. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай яяман. Яяман да янлы ынилардан хуш етле бер кәрәк куяман. Шугала мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көчле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Шулай да бар яуаплылыкты үз өстенә алып өйрәнгән укытучылар башлыса туган телдә аралашмаусыларды ла башкорт теленә алыктыра алган. Охшаймы һиңа башкорт теле дәресләре? Охшай. Укытучы охшай. Язабыз, укыйбыз, башкорт теле беләбез.
Мин ялтыр алдан. Беренче класстан йөре башлайм монда. Мин Ярткалы авылында шоулда яшәгәнем. Ахыр 4нче класста мин күзеп киттем Ялтыр авылына. Нимәгә ул һинең башкорт теле? Мин туган телем. Беренче телем. Өйдә без башкорт телендә һөйләшәбез. Шуңа күрә мәктәптә еңел һөйләшү. Кайһы дәресләр уку программаһына ярашлы, кайһыларын факультатив итеп булһа ла, милли рухлы яраткылар башкорт телен 1нче класстан алып 11нче класска тиклем укытуда алып бара. Бүген белем усагында 264 бала туган тел серләренә төшенә. Шул исәптән улар араһында Аргаяш һәм Сыбаркүл районнарының 9 авылы укучылары ла бар. По личному указу Сталина мусульманам Урала было разрешено возведение собственной мечети. Стоит отметить, подобные права получили и горожане города Ишимбай Республики Башкортостан. Мечеть в озере Миасском на протяжении 70 лет не прекращала свою деятельность. Не только сельчане, но и жители Челябинска и близлежащих районов являются ее прихожанами. И сегодня, несмотря на сильный мороз, южноуральские мусульмане собрались на дне рождения Дома Аллаха со всех уголков Урала и Республики Башкортостан. 3 намаза в день постоянно приходит народ здесь. Мы стараемся, чтобы и молодежь тоже приходила, приобщаем. Почетными гостями торжества стали Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджудин, председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат Раев, заместитель начальника управления по работе с общественными организациями администрации Челябинской области Илья Аносов и представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибулин. 46 yılda açılgan meşetin 70 yıllığın bayram итәбез. Büyük Vatan Soğuşu'nda German faşizmine karşı ata-babalarımız güreşken vakitlerinde, soğuşta katnaşkan vakitlerinde Allah'a ant etkenler, kayıtkaştın Allah nasip etdi dileklerinde bilgirtkenler kayıtkaş özümüzde meşitte salar edik deyip. En birinci meşit İşimbay'da salındı. После совершения обеденного намаза джамагатом гости и хозяева выступили с приветственным словом. Затем состоялось открытие мемориальной доски в честь 70-летия мечети. По лучшим традициям мусульман южноуральцы организовали праздничное угощение. 2017 год в России объявлен годом экологии. Челябинская область является одним из регионов, кому пришлось пережить техногенную аварию. От трагедии на маяке больше всех пострадали башкиры рода Бакатин. Селения башкир-бекатинцев, такие как Алабуга, Бердяниш, Галикаево, Кирпичики, Сатлыково, попали в зону наиболее интенсивного радиационного заражения в 1957 году. Таким образом, на сегодняшний день не осталось ни одного бекатинского аула. Южная граница Бакатин в волости доходила почти что до озера Вильды. Чаще всего, когда рассказывают про то, как у башкир покупали или арендовали землю, ссылаются на то, что башкиры были очень наивны, они практически не представляли себе цену деньгам, и поэтому их очень легко обманывали. В действительности башкиры вовсе не были настолько наивны, вовсе не были новичками в товарно-денежных отношениях. Башкиры выступали в качестве, скажем, арендодателей, а крестьяне Арамейской слободы и прочих населенных пунктов русских выступали в качестве арендатора. Естественно, что ежегодно они за аренду платили деньги. Известный представитель рода Бекатин, герой Советского Союза Гаяз Баймурзин. Базаргул Юнаев, фельдмаршал Пугачевской армии, депутат, созванный Екатериной II уложенной комиссии. Его отец Юнай Азнаев, старшина Бакатинской волости. Енгильда Самангулов, старшина Мекатинской волости. С него принято считать начало башкирского рудоискательства. Сестры Салиса Хусанова и Салия Софиулина, уроженки деревни Галикаева Каслинского района. Еще совсем маленькими они были оторваны от своей малой родины и больше никогда не видели земли предков. Помню, рано утром пошли в школу, нас отпустили. Сказали, идите по домам. Мы пришли домой, машина уже стояла. В каждой машине было по 3 семьи. В этой деревне 2 озера. С одной стороны Алабуга, пресная вода, с другой стороны деревни Урускуль. Так вот называли это озеро. Оно абсолютно соленое. С таких вот мест наших прекрасных нас вот, оказывается, выселили. Я вот как нас посадили на машину, солдат, шлагбаумы. С этого момента я себя помню полностью. Могу всю свою жизнь рассказать.
как мы жили на даче, там уколы разные, нам прививки делали. Вот отец начал говорить только где-то вот перед смертью, им с них, оказывается, расписки были взяты, он никогда про это не рассказывал. Их не брали на работу, ну, все говорили, зараженные мы. Мы какие-то были особые, вот это чувствовалось. Казарма бейек булһала, коштар оя яһамай, ал булһала, гөл булһала, туган ягым онутолмай. Так звучит любимая песня бекатинцев, где выражена тоска и любовь к родным краям. Представители данного рода, проживающие в разных уголках Южного Урала и России, даже спустя 60 лет не потеряли надежду вновь вернуться на земли предков. Хотелось бы попасть в Каслинский городской архив, там получается местный районный их архив. Там существуют, лежат хозяйственные книги по Галикайскому сельскому совету 1952 по 1958 год. Вообще не дают, говорит, 80 лет должно пройти. Может быть, понимают, что люди на основании этих документов, это же тоже подтверждающие документы, что все-таки проживали, жили, могут вернуться, захотеть обратно. Потому что на озере Алабуга, в данный момент на северном берегу, со стороны Кослей, уже строится вовсю поселок. В 19-м томе фундаментального издания «История башкирских родов» под редакторством известного тележурналиста, кандидата исторических наук Салавата Хамидуллина отражена история рода Бекатин. Для южноуральцев авторы издания подготовили подарок. 1000 книг будет распределяться по библиотекам Челябинской и Свердловской областей. Көньяк Урал халкын тылсымлы әкият иленә Сосновка районы әдибе Урал Колышев сакыра. Күңелле ял минуттарына рәхим итегез, дуслар. Урал Колышевтың әсәрҙәре нигеҙендә тәрән фәлсәфә ята. Ул хайвандар донъяһы аша кешелеккә йәшәйештең мәңгелек ҡиммәттәрен еткерергә тырыша. 6 китап авторы Сосновка районы әҙәби берекмәһен етәкләй. Рассам һәм һынлы сәнғәт мөғәллиме лә. Уның уҡыусылары был өлкәлә ҙур уңыштарға өлгәшкән. Терпенең ниндәй сәнскеле икәнен барығыҙ ҙа беләгеҙ. Ә бит ул элек йомшаҡ, йөнтәс кенә булған ти. Бер ваҡыт терпенең йөнө ҡойолоп, урынына ниндәйҙер шешектәр сыға башлаған. Бер ваҡыт уның шешкеләре бөтөп, урынына сәнскеле энәләр килеп сыға. Терпе ғәйепле булғанмы, әллә уның илкеләткән хайвандармы, уныһы беҙгә мәғлүм түгел. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, ошоноң менән тапшырыуыбыҙ тамам. Беҙҙе Өлкә телеканалында көтөп ҡалығыҙ.